Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире полдень, наступило время для программы «Счастливый час» на канале БСТ. Счастливые часы должны быть исключительно полезными, поэтому еще раз, дорогие друзья, профилактика – это наше все. Вор у порога, обман за ваши деньги. Осторожно, мошенники, как угодно вы можете сегодня назвать тему нашей встречи, но мы сегодня будем вас предупреждать. Как известно, предупрежден, значит вооружен. Оставайтесь с нами, будет очень полезно. Итак, обман за ваши деньги. Мошенники становятся все более изощренными. По поддельным документам можно лишиться даже своей квартиры. И это считается уже практически нормой. Схемы изобретают каждый раз все более совершенными. Срочная плановая замена окон. Нужно установить противопожарную безопасность, потому что соседская квартира практически сгорела дотла. Вневедомственная охрана решила сделать плановый рейд и убедиться, что вы в полной безопасности. И вот в тот момент, когда доверчивые граждане открывают дверь, они попадают в ту самую зону огромного риска. Какого именно? С удовольствием представляю нашего первого спикера. Это наш редкий столичный гость, кандидат юридических наук, юрист Алан Шевлохов. Алан, проходите, пожалуйста. Приятно вас видеть. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Тема у нас сегодня, согласитесь, очень серьезная. Аферы с недвижимостью, это все понятно, но начинается ведь не сразу, ведь приходят и требуют квартиру. Бывает все очень, казалось бы, безобидно на первый взгляд. Вот мы давайте вот самые такие типичные случаи, да, перечисляем. Плановая замена счетчиков, неважно, там газ, вода, электричество, противопожарная безопасность, установка камер наблюдения по льготным ценам исключительно для вас, как для такого замечательного пенсионера и так далее. Чаще всего, конечно же, попадаются пенсионеры. Причем это не какие-то одинокие, брошенные и так далее старики. Это в основном вполне умные, рассудительные, но очень доверчивые наши граждане. В столице такая ситуация? Вы знаете, в данном случае, вот, наверное, оценку можно давать разную, но вот ряд, скажем так, преступлений, они являются латентными, то есть они становятся неизвестными вот именно правоохранительным органам. И вот как, допустим, уязвимая категория граждан, как она попадает в данном случае вот именно на мошенническую вот эту удочку. Вот, во-первых, изощренно совершают преступления преступные группы, это раз. Во-вторых, в данном случае именно пенсионеры, вот уязвленная группа граждан, группа риска, да, вот эта категория граждан, она в данном случае именно у них отсутствует бдительность, вот, и при совершении вот этих вот в данном случае преступных действий, якобы по льготным ценам, замена окон, различного рода пожарной сигнализации, в данном случае вот как раз здесь заключается в психологическом обмане. Вот. И для того, чтобы себя уберечь от этого, на мой взгляд, все-таки вот граждане, они должны быть в первую очередь бдительными, это раз. Во-вторых, все-таки проверять те полномочия, которыми, в данном случае, которыми обладают те граждане, которые предлагают, соответственно, вот эту услугу. Вот. И, на мой взгляд, вот самый, скажем так, действенный способ все-таки нужно не тогда, когда предлагают именно вот пенсионерам заменить, скажем так, окна, пожарную сигнализацию, либо предоставляют, да, а именно вот воспользоваться только той услугой, когда она необходима, только вот в этом случае. И не торопиться никогда, скажем так, использовать и воспользоваться этой услугой, в первую очередь, на мой взгляд, нужно все-таки все взвесить за и против, обдумать и только после этого принять соответствующее правильное решение. Подсказывают наши зрители, что да, все понятно, объясняли многократно, причем бывает так, что попадаются из раза в раз, причем вот из-за чего, собственно, мы и решили вынести, что пора уже об этом еще раз напомнить. Это касается в том числе ведь и близких, и родных наших, наверняка у каждого, и у вас, наверное, у
друзей были такие истории, когда именно родители, то есть все объяснили, вот конкретный пример, не буду называть именно фамилии, очень серьезный умный папа, профессор, все в порядке, читает книги, изучает литературу, ни в коем случае не одинокий брошенный старик, то есть дети смотрят, приходят, выбрали время именно когда дочь уехала в командировку, внучка там тоже куда-то, получается, ну, по делам или как-то, в общем, 3 дня он был один. Но мы еще раз подчеркиваем, это не какой-то старик там с каким-то рассеянным старческим склерозом, это вполне умный, адекватный человек, но очень доверчивый. То есть, ну, просто априори человек забывает, видимо, плохое то, что с ним случается, и считает, что, ну, не может же так быть, чтобы вокруг были только одни мошенники. В этот раз установили счетчики, то есть вот это вот извещатели, противопожарные извещатели. Позже мы расскажем, как это все на самом деле происходит, какая льготная категория граждан, информацию вы все это увидите. В общем, максимальная стоимость 500 рублей, даже, по-моему, дешевле. А получается, ветерану труда эти счетчики поставили за 30 тысяч. И неприятность в том, что когда дети приехали, естественно, все это буквально это все было на следующий день, все это выяснили, обратились в отделение полиции и им отказали. То есть сказали, что ну он же впустил, он же не под дулом пистолета вот эти извещатели покупал, ну вот он же вроде бы как сам. Нет, естественно, мы не будем всех тонкостей объяснять. Мошенники даже уже пойманы, они уже даже говорят, что давайте мы вернем все деньги, вы, главное, на нас заберите заявление, не заводите дело. Но здесь люди проявили принципиальность, молодцы, сказали, что мы хотим вас наказать, мы хотим вас посадить, а с деньгами разберемся потом. В этом случае, то есть разве не должны принимать заявление? Вообще как это происходит? Дело в том, что, еще раз вот повторюсь, те лица, которые совершили преступление, в данном случае они должны быть установлены и, соответственно, наказаны и привлечены к уголовной ответственности. В настоящий момент любой правоохранительный орган и, соответственно, любое должностное лицо правоохранительного органа, оно, обратите внимание, вот ключевую фразу, оно обязано принять соответствующее заявление от потерпевшего. Потерпевший ведь это кто? Это то лицо, которому в данном случае причинен имущественный либо моральный вред. Исходя вот из этих всех случаев, мы прекрасно понимаем, это достаточно много таких случаев, когда вот уязвленная вот как раз именно группа граждан является потерпевшими. И, соответственно, потерпевшее лицо, оно в данном случае вправе написать заявление о привлечении к уголовной ответственности, вправе в данном случае требовать возмещения вреда. Любой правоохранительный орган, он обязан принять соответствующее заявление, поскольку это в данном случае является государственной защитой. Таким образом, ни один правоохранительный орган не имеет права, ни полиция, ни органы внутренних дел, ни, соответственно, Следственный комитет не имеет права отказать в принятии соответствующего заявления. Гражданин, потерпевший, который подает соответствующее заявление, он должен, соответственно, написать в письменной форме суть своих претензий. Официально в установленном законном порядке правоохранительный орган регистрирует данное заявление и, соответственно, потерпевшему выдается талон уведомления. То есть вот именно вот этот критерий, он является законным и официальным путем регистрируется соответствующее заявление, и правоохранительный орган занимается проверкой по соответствующему сообщению. Соответственно, если будут установлены признаки уголовного преступления, уголовное дело, оно, соответственно, будет возбуждено. Потому что, да, вот хотим еще раз, для того, чтобы наши граждане понимали, что профилактика – это наше все. Бывают такие схемы, когда вроде бы ничего не предлагается купить. Вот недавно, буквально на днях, произошел такой случай. Тоже зашли к пенсионеру, не одинокому, опять же, там дети, все следят, но они же не могут круглосуточно находиться при своем отце, который, в принципе, в полном порядке. А здесь как раз сказали, вы такой-то, то есть информацию собрали, вы такой-то, такой-то, там, профессор, заслуженный там доктор и так далее. Вы знаете, вот мы совершенно бесплатно будем вам планово заменять окна, но если не хотите заменять окна, давайте мы вам на окна установим камеры слежения, у вас хорошая большая квартира, вот вас наверняка уже кто-то взял там на примету и так далее. Мы все сделаем бесплатно, но нам нужны ваши документы. Вот удостоверение там личности, паспорт, то, что вы там заслужены. То есть предоставьте нам все документы, по которым мы вам льготно все это оформим. И пока старик ходил по квартире, искал там свои документы, они же забывают, это тоже есть. В общем, на очень приличную сумму, выражаясь
понятным языком обчистили человека, там, получается, хорошая именная была пенсия, то есть такое ощущение, что его именно ввели. Но здесь дальше разбирается, мы, возможно, посвятим вас в какие-то детали, чтобы было понятно, что в этом случае делать. И вот здесь дочь, взрослая дочь, она обратилась вот к юристу с таким вопросом. То есть в такую ситуацию она говорит, папа у нас попадает постоянно. То есть вот сейчас все объяснили, но будет какая-то другая схема, заперти мы его держать не можем, с ним все в порядке, он встречается со студентами, даже до сих пор там какие-то лекции читает, но вот эта часть его жизни, вот эта вот какая-то беззаботная доверчивость, она все равно остается. Можно ли как-то юридически закрепить, что он не может без, вот, получается, взрослой дочери подписывать, ну, на какие-то суммы, допустим, там выше 3000, в магазин он ходит, ему нравится самому, он гуляет, любит ходить по рынку, то есть выше какой-то суммы, чтобы он не имел права распоряжаться средствами. То есть, чтобы эти документы не имели никакой силы, потому что мало ли, а вдруг его что-то заставит, кстати, по квартире, ведь тоже так же разводят, заставляют подписывать какие-то документы. Ну, наверное, вот уберечь граждан от данных действий можно, наверное, следующим образом. Вот, ну, на мой взгляд, все-таки первое, это именно посторонних лиц, незнакомых, соответственно, вот гражданину, собственнику квартиры, соответственно, ну, на мой взгляд, все-таки не стоит пускать в жилище. Это, во-первых. Вот. Ну, и давайте тогда уж возьмем второй случай, если все-таки как бы гражданин впустил себе в квартиру посторонних лиц, вот, все-таки вот эту категорию граждан не выпускать из поля зрения. То есть вот даже вот исходя из вот этой истории, вот получается, его попросили принести документы, он пошел в соседнюю комнату и за это время совершили в данном случае квартирную кражу. Да? Вот все-таки тех лиц, которые в данном случае попадают в квартиру, их не нужно выпускать из поля зрения. Это во-первых. И вот здесь гражданам тоже нужно быть убедительными. Вот именно в каком плане? В том, что документы, личные документы никому никогда не нужно передавать, ни под какими предлогами. Для этого есть определенный перечень, в данном случае организаций, есть определенный перечень инстанций, где именно требуются документы. Это Сбербанк, это полиция, это вопросы, связанные с начислением пенсий и так далее. Никаким посторонним лицам личные документы передавать и тем более их данные, сведения нельзя. Еще один из таких, ну, наверное, предостережений будет являться, все-таки это и близкие родственники, они все-таки должны сами также вот контролировать именно своих... Но здесь просто не выпускать из поля зрения. Да, к сожалению, другого варианта нет. То есть он один раз, то есть эту ситуацию они прошли, будет какая-то другая, он решит, что это другая история и можно. Ведь это же, в общем-то, старый уже человек. Есть вот два действенных способа. Это посторонних лиц не пускать в квартиру, и уж если это произошло, то не выпускать именно из поля зрения тех лиц, которые вот находятся в квартире. Ну, мы надеемся, что да, какое-то краткое практическое пособие, как уберечься от мошенников. Понятно, что все ситуации рассмотреть невозможно. В идеале, конечно же, не быть такими доверчивыми, но а наших уважаемых стариков, особенно ветеранов, не выпускать из поля зрения. Небольшая пауза, и мы с вами будем выяснять, на что же действительно имеют право наши граждане и кого можно совершенно спокойно впускать в свое жилище. Оставайтесь с нами. Итак, дорогие друзья, продолжается тема нашей сегодняшней встречи – обман за ваши деньги. И вот на что действительно мы имеем право рассчитывать, какая группа населения, на какие привилегии, когда речь идет о нашей безопасности, особенно противопожарной. И наш следующий гость Константин Терещенко, заместитель начальника противопожарной службы Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Константин, здравствуйте, приятно вас видеть. Очень часто вот просто чемпион, скажем так, по возможности подделки личности и документов – это наша противопожарная служба. То есть представляются, приходят, особенно летом, согласитесь, мы постоянно об этом говорим, что летом ситуация усугубляется, понятно, что леса, сады там и так далее, но в квартирах тоже случается всякое. И вот здесь просто раздолье для мошенников. Звонят: уважаемый, мы пришли, вот противопожарная служба, давайте мы сейчас проверим вашу квартиру. Хорошо, если просто зайдут, и ладно, извещатель, который должен, в принципе, наверное, какую-то категорию устанавливать бесплатно, установит там за какие-то, ну, не очень большие деньги,
деньги, но ведь всякое может случиться. Могут причинить вред здоровью, это как такой максимум, да, уже отягощающий фактор. Но ограбить-то могут точно, обмануть, увести деньги и так далее. Он впустил мошенников. Что они будут делать дальше, никому не понятно, особенно если пожилой человек дома один. Как узнать, что это не имеет никакого отношения к реальным сотрудникам? Вообще ходят так ваши сотрудники по квартирам? Да, конечно, наши сотрудники посещают жителей Республики Башкортостан, отдельных категорий граждан, которые указаны в постановлении правительства Республики Башкортостан 2016 года номер 320. Данные категории граждан определены у нас, это многодетные малоимущие граждане, семьи. Это семьи, находящиеся в социально опасном положении. Это одиноко проживающие граждане старше 55 лет. А также это ветераны Великой Отечественной войны, приравненные к ним. А также у нас семьи, в которых родились детишки до 1 января 2018 года, не старше 7 лет. Начиная с 1 января 2018 года при рождении ребенка пожарный извещатель выдается в подарочном пакете при рождении ребенка в роддоме. Наши сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям при посещении граждан, естественно, они находятся в форме. У них есть опознавательные элементы, надпись «Противопожарная служба Республики Башкортостан», Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Есть шевроны установленной формы. Поэтому в случае, если люди приходят в гражданской форме, необходимо, естественно, попросить предъявить документы, удостоверения. А вот они пришли, например, в форме. А вот последний случай, как раз когда установили за 20 тысяч якобы какой-то совершенно сумасшедшей эффективности пожарный извещатель, люди были в форме, что избило с толку вот этого ветерана труда. То есть он смотрит в глазок, там стоят люди в форме, ведь они же не понимают, те шевроны, не те шевроны. Хорошо, то есть потом, как потом выяснилось, это вообще было какое-то ИП, никакого отношения, естественно, не имеющее к реальной службе. А как еще? То есть видишь ты людей в форме, этого недостаточно. Да, все пожарные извещатели, которые устанавливают Госкомитетом по чрезвычайным ситуациям, они абсолютно бесплатно. То есть за счет бюджета Республики Башкортостан приобретаются пожарные извещатели, и при работе, при обходах граждан, при получении заявления соответствующего от гражданина, наши сотрудники выезжают по адресу, предварительно, естественно, созваниваются с гражданином о наличии его в доме и договариваются об установке. Установка также является бесплатным абсолютно. Пожарный извещатель, стоимость его варьируется от 250 рублей до 500. Это самый элементарный извещатель, он недорогой. В случае, если люди чувствуют, что пришедшие к ним просят средства, деньги за установку, за приобретение пожарных извещателей. Это уже серьезно, это уже мошенники, и необходимо обратиться в соответствующие органы, либо обратиться в экстренную службу 112. Вот спрашивают, подскажите, то есть пришли люди в форме, представились, даже если заранее созвонились, согласитесь, это тоже совершенно трудно устроить. Такой звоночек якобы из Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. В документе что должно быть указано? То есть никакие это ни ИП, ни ООО и так далее? Никак нет. Удостоверение указано, либо написано «инструктор Центра службы профилактики пожаров Госкомитета по чрезвычайным ситуациям установленного образца». Там есть гербовая печать республиканского образца. Поэтому в случае, если даже у человека возникают сомнения, можно просто на следующий день перенести плановую установку пожарного извещателя, позвонить в Центр службы профилактики пожаров 272 2024 и уточнить, работает ли данный сотрудник, записать контактный номер телефона и фамилию, имя, отчество
человека, который к нему пришел, и уточнить в центре, работает ли этот сотрудник, либо нет. То есть в любом случае можно всю информацию выяснить. Конечно. И еще раз, Константин, еще раз говорим, дорогие друзья, что если уж к вам пришли действительно, предварительно созвонившись, представители Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, никакие деньги, никакую плату за то, что они вам устанавливают, они взимать не будут. Это абсолютно точно, именно так должно быть. Поэтому, пожалуйста, проявляйте бдительность. Вот еще такой вопрос, получается, вот к Аллану. Если действительно, вот смотрите, пришли, представились, но оказалось, что это не по чрезвычайным ситуациям, это какой-то там ООО ИП. Но они пока ничего такого не сделали. Они просто прошлись по квартире. Потом, не знаю, пришли дети, еще что-то, увидели документы, убедились, что это не по чрезвычайным ситуациям, и их выпроводили. То есть вроде бы ничего не произошло, но ведь это же явно мошенники, они же не просто так приходили в эту квартиру. Что нужно делать, Аллан? Вот в этом случае тоже нужно сразу заявление какое-то писать? В данном случае, конечно, можно обратиться в органы внутренних дел, вот, то есть поставить, по крайней мере, в известность, что такой факт и такой случай он произошел, вот, и здесь вот стесняться и бояться и не нужно. То есть в данном случае-то и есть правоохранительный орган и осуществляет именно охрану права, то есть защиту граждан от преступных посягательств. И все-таки если сделать этот звонок, допустим, поставить в известность правоохранительный орган, в данном случае это есть профилактика. То есть, по крайней мере, этот случай он будет зафиксирован, и в последующем, если даже и будет совершено преступление, в данном случае оно облегчит его раскрытие. Вот. Ну, у меня вот и Константину, вот, наверное, вот, тоже вот хотел задать вопрос. Я так понимаю, когда вот от вашей службы, я так понимаю, приходят представители и устанавливают вот различного рода сигнализацию, и вот вы сказали, что можно позвонить и уточнить, сотрудник работает, либо не работает. Ну, я думаю, что, наверное, еще можно уточнить, направлялся ли этот сотрудник именно по этому адресу. Вот как бы так контролируется у вас? Нет? Конечно, я как раз хотел бы добавить, что установка пожарных извещателей носит заявительный характер. То есть, что это значит? Человек, который попадает под категорию граждан, которому устанавливают бесплатно пожарный извещатель, обращается либо письменно, либо устно по номеру телефона и просит установить пожарный извещатель. Предоставляет необходимые документы, которые будут являться основанием для выдачи и установки пожарного извещателя. Поэтому все адреса, все семьи, которые наши сотрудники выезжают, естественно, они предварительно анализируются, составляется график плановый выездов по адресам. И у нас четкий учет ведется. Граждан, да? Конечно. А вы как-то реагируете тоже вот на такие моменты, когда, допустим, граждане обращаются и говорят, вот вы знаете, к нам пришли ваши, ну понятно, что уже там обман какой-то произошел, но они же думают, что это как-то связано с МЧС, то есть с Госкомитетом по чрезвычайным ситуациям, говорят, вот к нам пришли ваши сотрудники, вот были вот в такой-то там форме и так далее, вот нам установили, вот недавно был случай, за 10 тысяч, а вот оказывается он стоит всего 500 рублей, мы не должны были платить за установку. То есть думают, что это все-таки мошенники были со стороны или что-то не так поняли именно Госкомитета. Вы сами берете на контроль такие истории? Да, конечно. Естественно, при обращении гражданина к нам, в нашу службу, мы перенаправляем это обращение в правоохранительные органы, фиксируем у себя, естественно, это, и также потом ведем данную ситуацию. Плюс ко всему у нас на территориях в каждом муниципальном образовании закреплен инструктор профилактики пожаров, который взаимодействует со всеми категориями граждан, с населением в целом, проводит профилактические мероприятия, обходы граждан, выдаются памятки по противопожарной тематике. Поэтому на местах, как правило, во всех муниципальных образованиях наших инструкторов уже знают всех в лицо. Плюс ко всему, они, естественно, стараются не выходить поодиночке. Они берут с собой, если это, допустим, населенный пункт деревни, они берут с собой старосту деревни, которого все знают, население. Если это речь идет о доме многоквартирном, то это управляющая компания, представитель, председатель. Вот это очень существенно. Вот, пожалуйста, дорогие друзья, не ходят инспекторы противопожарной безопасности Госкомитета по чрезвычайным ситуациям по одному или, например, вдвоем без представителя
какого-то вот домового комитета или что-то в этом духе. Как правило, они ходят, естественно, с представителями, потому что население, естественно, обеспокоено тем, кто к ним приходит. И мы стараемся привлекать и волонтеров, и представителей органов местного самоуправления. Если это говорится, допустим, об администрации муниципального района какого-то, представители администрации тоже посещают. В общем, если вы проявляете бдительность, если вы информированы, то надеемся, что подобные истории с вами и с вашими близкими не произойдут. Просит еще такой момент уточнить, понятно, это не совсем к сегодняшней теме, да, осторожно, мошенники. Никуда не денешься, начало лета такое достаточно засушливое, надеемся, что еще ситуация исправится, но она такая жаркая, красная, пожароопасная. Обращаются тоже граждане и говорят, вот у нас сосед постоянно жжет эту сухую траву. Мы уже с ним уже чуть ли все вместе, уже чуть ли не деремся. Может быть, уже давно пора пригласить полицейских или кого-то еще, написать куда-то заявление. В общем, вот есть такие граждане, которые представляют собой опасность. Ведь 80% пожаров – это же человеческий фактор, к сожалению. Так оно и есть, даже в лесах. Да, я напоминаю гражданам республики, что на территории Республики Башкортостан действует особый противопожарный режим. И при возникновении случая, если человек увидел, что его сосед разжег костер на своем участке, жжет мусор, то необходимо обратиться либо в орган местного самоуправления, либо в МЧС. У нас существует в муниципалитетах административные комиссии, которые выезжают, составляют административные протоколы по 6.22 и 6.3 КоАП РБ. И эта практика существует уже на протяжении нескольких лет. У нас в составе административных комиссий также сотрудники Госкомитета присутствуют, и они комиссионно выезжают, составляют протоколы в отношении лиц, допустивших открытое пламя. Поэтому, дорогие друзья, не нужно бояться, да, тут говорят, что же я кляузничаю, что ли, буду на соседа. Но если у вас из-за этого соседа сгорит дом, вы знаете, вам уже будет не до таких сантиментов. И, кстати, Алан, вот тоже, Алан, такой вопрос, а если действительно рядом с вами живут такие неблагонадежные граждане, вот здесь жалуются, что постоянно привозят толпу каких-то рабочих, которые вроде бы там что-то делают, там же живут, там же хулиганят, шумят, мусорят, что-то жгут, то есть можно же тоже смело обращаться? Конечно, здесь, соответственно, не то, что обращаться, и реагировать нужно на эти случаи. Во-первых, это вопрос связан и с временем ремонтных работ, может также быть установлено. Это вопрос связан с обеспечением общественной безопасности. То есть здесь вот есть возможность, соответственно, обратиться к уполномоченным сотрудникам полиции. То есть в данном случае, если будет установлено административное правонарушение, соответственно, лица будут привлечены к административной ответственности. Вот. Бояться не нужно, и в данном случае граждане они должны обеспечивать и защищать свои права. Вот, поэтому бояться и обращаться в правоохранительные органы и, соответственно, в уполномоченные органы. То есть в данном случае нет никаких, скажем так, никаких сомнений в этом не должно быть. Дорогие друзья, еще раз напоминаем, что мошенники очень изобретательны. И каждый раз схемы развода граждан становятся все более совершенными. Поэтому, пожалуйста, проявляйте бдительность. Профилактика – это, дорогие друзья, наше все. Психология тоже имеет здесь огромную роль. Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Итак, дорогие друзья, осторожно, мошенники, тема нашей сегодняшней встречи. Мы пытаемся воззвать к вашей бдительности, чтобы вы ни в коем случае не попадались в эти многочисленные сети, которые никуда, увы, не денутся, даже если мы целый день будем вам говорить и объяснять, что происходит. Наверное, окончательно уберечь себя и своих близких не получится. Но хотя бы кого-то, кто послушает и сделает все как положено. Я с большим удовольствием представляю нашего постоянного эксперта Сафудину Индирвенеровну,
профессор, доктор медицинских наук, главный врач клиники РЖД «Медицина». Сегодня Индира у нас в таком ключе психологическом, скажем так, потому что любой хороший врач, специалист, он просто обязан быть психологом. И тем более есть чем заняться, да, есть пансион для пожилых, есть плотная работа с университетом 3-го возраста. В общем, мы пожилыми гражданами занимаемся. Ведь те, которыми мы занимаемся, они реже попадаются в подобные сети. Правда же, Индира Юрьевна? Да, конечно, Альфия Насимовна. Хотела сказать, что в первую очередь такие проблемы возникают от дефицита общения. Поэтому если родственник окутан каким-то хотя бы вниманием, но в любом случае, по большому счету, это ведь такой же переходный возраст. Это такие же дети-подростки, мы все приходим в этот мир детьми уходим. Поэтому, наверное, задача уже взрослых детей брать такую же полноценную ответственность за своих уже взрослых родителей. И здесь я считаю, что очень много возможностей, которые позволят нам защитить и предупредить такие проблемы, потому что схемы мошенничества, они касаются ведь и медицинской сферы. Сколько различных БАДов в виде, хорошо, если это будет бестолковый мел, да, а не какая-то там низкоквалифицированная отрава, грубо говоря, или какие-то аппараты. Наши медики борются с этим, пытаемся донести, но наши пациенты, наверное, самое большое количество наших пациентов, именно российских, любят заниматься самолечением. Да, это уж они обожают. Особенно, если находится единомышленник, который говорит: точно молодец, помогло, точно бери. И здесь есть акция, да, когда мы можем с тобой взять еще и для нашей Клавоньки 2 по цене, 3 по цене 2 или наоборот. Поэтому они сами являются шикарными промоутерами, в общем-то. И все уверенные интернет-пользователи, особенно пенсионеры, они наравне с детьми способствуют увеличению продаж. Поэтому здесь есть, наверное, несколько элементарных вещей, которые помогут нам с вами их предотвратить и защитить. Ну, те же самые сим-карты. Да, мы можем привязать банковскую карту, например, взяв второй телефон, и любое снятие денег будет приходить уже родителям. Без CV-кода, который трехзначно написан на задней стороне оборотной карточки, будь то кредитная или дебетовая карта, можно просто стереть ее, и здесь в помощь придет банальный перочинный ножик. Да, и мошенники уже опять останутся обезглавленными. Очень хороший гаджет, который мне в принципе нравится, у меня есть 2 внучатые племянницы, это электронные часы Smart. Да, когда в любой момент вы можете посмотреть, где находится ваш пожилой родственник, да, подключить, прослушать звонки. Ну, к сожалению, наверное, здесь надо очень аккуратно, чтобы их не обидеть. Вот да, такой момент потому что есть. Они очень чувствительны. А вот эти все задушевные разговоры хватает ровно на 5 минут, потому что они забывают, и всегда, и в принципе для нашего возраста тоже характерно, когда мы даем себе зарок о том, что со мной этого точно не произойдет. Да, и оно как раз и происходит. Видеоглазки сейчас есть прекрасная возможность через Уфанет подключить, и тут же, когда будет открытие двери, вам придет на смарт-телефон ваше оповещение о том, что дверь открыта. Шпионская техника в данном случае будет работать во благо безопасности и здоровья ваших родителей. Потому что Индира Юрьевна совершенно права. Ладно, если это никакого вреда, ну обидно, конечно, да, украли деньги и так далее, но ведь сколько было случаев, когда и со здоровьем очень серьезно потом были проблемы. Хорошо, если еще они решались, если это не летальный исход. Страшные истории такие тоже случались, когда давали попробовать какой-то якобы очень хороший препарат, который сейчас вознесет вас там не знаю куда, и голова прояснится, и все будет шикарно. И вот был случай, когда не успели медицинские работники приехать вовремя, и человек умер от остановки сердца, потому что несовместимым оказалась эта доза клофелина или чего-то еще. Да, много состоянием продуктов, которые идут под такими экзотическими названиями, как капсулы гинкобилоба. И вы вернете себе память 20-летнего человека и так далее. Поэтому, конечно же, здесь есть еще элементарные вещи, просто повесить хороший замок на почтовый ящик. Потому что, когда мы говорим о том, что они идентифицируют человека, наша с вами безалаберность, она начинается, собственно говоря, с лестничной площадки, когда ты можешь вытащить любую квитанцию на квартплату и узнать полностью все данные. Это не составляет сейчас никакого труда. Да, вот мы еще удивляемся, почему именно вот говорят, что ведут историю, о которой мы в самом начале рассказывали, там вели именно благополучного пенсионера, у которого была хорошая именная пенсия, у которого замечательные дети, которые о нем заботятся. И то есть там кто-то действительно выследил, выяснил, что в этом доме точно есть деньги.
и, собственно, этим и воспользовались именно в тот момент, когда дети не взяли отца под тотальный контроль. А почему не взяли? Совершенно верно, потому что человек серьезный, взрослый, умный и может это воспринять немножко по-другому. Вот просят уточнить по поводу, да, еще раз этих самых пожарных извещателей. Сколько их в общей сложности, вот если брать вот в масштабах республики, установлено? Чтобы мы как-то спокойны были, по крайней мере, по поводу пожаров. Да. Обеспечение пожарными извещателями на территории Республики Башкортостан отдельных категорий граждан ведется с 2016 года. И на сегодняшний момент уже установлено более 330 тысяч пожарных извещателей. Это хорошая цифра, в принципе. Там, наверное, квадратный метр сколько-то нужно? Нет, здесь мы говорим только об категории граждан. То есть, если это семья, то мы в квартиру устанавливаем, в дом для семьи. То есть, охват населения, естественно, намного больше. Это то есть то, что, да, той категории граждан, которые входят в эти вот самые льготные установления. Вопрос вот по поводу интервенировано. Да, по медицинской части, наверное, это ничуть не меньше, если не больше, чем то, что касается вот различных там внедомственная охрана, замена окон, счетчики. Одно время была просто эпопея с счетчиками, когда они, то есть отслеживается все, то есть идет волна замены счетчиков, мы об этом тоже говорим, объясняем, почему это надо, почему их непременно надо установить, вы будете платить, ну то есть это правильно, это действительно экономия средств и так далее. И этим тоже пользуются, говорят, мы вам такое установим, да он будет крутить все в обратную сторону. И как в том анекдоте, теперь уже не вы государство, да, государство вам. К сожалению, на такое тоже попадаются. Впустили якобы медика, а иногда это и медики бывают, они бывают разные. Купили там какой-то за сумасшедшую цену БАД. Ладно, если он не причинил вреда здоровью. Потом приехали бдительные дети, выяснили, что это вообще какая-то ерунда. В данном случае это тоже подпадает под уголовную ответственность мошенничества? Или дело в том, что вот о пожарной сигнализации, да, вот говорить о счетчиках пожарной безопасности, о лекарственных препаратах, о различного рода заменах счетчиков, снабжения там и так далее. Схема, вот именно схема совершения этих преступлений, она в принципе одинакова. То есть в данном случае это не будет иметь значения, это является ли пожарная безопасность, медицинские препараты и так далее. Все это будет подпадать под признаки уголовного преступления мошенничества. То есть в данном случае правоохранительный орган, он должен дать правовую оценку именно действиям виновных лиц. То есть, соответственно, если даже и по граждане лица предлагают именно медицинские препараты и при этом не имеют никаких лицензий, не имеют никаких регистрационных данных, и если это БАДы, которые ничем не подтверждаются, все это будет иметь именно отношение к преступным деяниям. И еще раз, все-таки да, мне нравится очень вот то, что описала как такую памятку действий интервенировано. Понятно, что не все, наверное, могут взять это на контроль, установить все вот эти вот цифровые гаджеты, да, родителям, но ведь это на самом деле выходит гораздо дешевле, нежели ваши родители бесконечно будут попадаться вот в какие-то вот такие истории. А если говорить о том, что все-таки хочется их чем-то занять летом, можем что-то тоже предложить, Надежда Юрьевна? Ну, какой например, охват у нас? Мы можем предложить каникулы для взрослых родителей, для того, чтобы дети отдохнули, потому что это на самом деле серьезная проблема, так же, как не с кем оставлять своих детей, зачастую то же самое не с кем оставлять и родителей. Поэтому на базе нашего учреждения гериатрическое отделение мы сейчас стартовали, и очень активно у нас продолжает работа Академия активного долголетия. Мы занимаемся в том числе и нейробикой, да, тренировкой для ума, для пожилых людей. У нас приезжают педагоги лучшие, заслуженные артисты Республики Башкортостан, студии Константина Хабенского. Которые умеют зажечь так, что вернуть на место все без всяких. Да, они знакомятся. И вот последний сегодня у нас как раз была оперативка. У нас всегда мы проводим анкетирование для того, чтобы узнать удовлетворенность. И когда люди хотят танцы и хотят фонтан у входа, я считаю, что мы свою работу выполнили правильно и с удовольствием ждем наших пациентов. На 30 койках медицинское лечение, обследование, плюс ко всему именно занятия в Академии активного долголетия. Длительность пребывания может составлять от 7 дней до 14, до 21 на тот срок, который необходимо детям для того, чтобы передать
нам в надежные руки обследовать, подлечить и чем-то заняться. Да, и уж там точно до них не доберутся никакие мошенники, потому что в больницу их просто не пустят. Еще раз мы говорим о том, что зачастую это возникает именно из-за дефицита общения. Но вот как подсказывают зрители, не всегда. То есть есть старики, которые постоянно навещают дети, у которых все в порядке. Но вот они вот по сути такие, им кажется, ну что ж, такие приятные пришли ребята, в красивой форме, с такими честными, милыми лицами. Ну что же это я, что же это я? Ну как это? Ну неужели же я дверь-то хотя бы не открою? Это еще один лайфхак, в конце концов. С детьми мы договариваемся, поэтому с родителями тоже надо договариваться. Нужно и объяснять. Банально все документы, которые попросили вытащить, да, паспорт, там, военные, я не знаю, что у них есть, пенсионную, заберите все это. Спрятать в сейф, поставить банальный сейф, код. Слава богу, вы запомните. И я запомню, сохраню в мобильном телефоне, чего, кстати говоря, категорически тоже нельзя делать. Но, по крайней мере, родители позвонят. Да, они сами скажут, что, слушай, мне срочно нужен паспорт. Тут пришли вообще великие люди, медики. Да, которые хотят заняться. Да, пожарники, да, газовики, да кто угодно. Уникальное предложение. Нужно прямо сейчас и здесь. Вот приезжайте тогда и убедитесь. Ну, скорее всего, к моменту вашего приезда уже этих товарищей и не будет. Что тоже, в общем-то, неплохо, дорогие друзья. По поводу, да, вот мы говорили о том, что многие, то есть еще такой, это уже крайний вариант, когда никак не получается договориться с родителями, когда они говорят, ничего подобного, я сама себе все, не смей даже меня контролировать и так далее. Здесь была история, когда пожилой человек чуть было не лишился квартиры. То есть что-то там ему обещали, что-то объясняли, что какая-то там была такая схема, сейчас уж я даже, надо посмотреть, не вспомню, громкая была достаточно история, когда якобы ему предлагали разменять свою большую красивую квартиру таким образом, что это будет очень выгодно, то есть он получит практически такую же, и плюс еще чуть ли там не 2 квартиры для детей. Действительно, человек каким-то образом успел все подписать или что-то там ему подмешали, говорят, там чуть ли не гипнотизера с собой привозили. Эту историю, да, вместе, да, проводим экспертизу, и, в принципе, я думаю, что... И вот здесь дочь через суд добилась опеки над отцом просто потому, чтобы вот он не попадал в такие истории. То есть по-другому, увы, не получалось никак. Это имеет место быть? Да, в настоящий момент это одно из, скажем так, один из способов защиты. Вот. Ну и плюс еще вот при оформлении, в данном случае, вопрос связанный с продажей квартиры, реализацией. В данном случае вот нужно помнить гражданам, что любой нотариус, он, как правило, ставит вопрос о вменяемости и дееспособности конкретного лица. И в данном случае, если вот пенсионер, к примеру, пенсионера, ну, так вот скажу языком, взяли в обработку мошенники, вот, то это достаточно сложный механизм для того, чтобы взять у него эту квартиру. Вот. Но при этом все-таки гражданам самим нужно быть бдительными. То есть нужно въедливо смотреть, какие документы подписываются, какие документы были представлены. Вот. И не делать вот в данном случае поспешных действий. Вот это все-таки вот собственная безопасность, это не менее важный такой фактор. Ну, это понятно, но еще раз подчеркиваем, что бдительность и контроль за престарелыми родителями это обязательно нужно, потому что, ну, действительно, как это не печально, как показывает практика, вроде бы все объяснили, все обрисовали, одну историю прошли, несколько дней проходит, все, история обнулилась, и все начинается по новой. Вот это как раз медицинские симптомы, да, и в том числе также протекает болезнь Альцгеймера, и есть шикарная память на дальние события, то, что произошло вчера, сегодня, завтра. И, собственно говоря, это первые признаки, на которые всем детям нужно обращать на изменения, на девиацию поведения своих пожилых родителей. Да, когда они дважды, трижды повторяют одни и те же слова, когда они рассказывают дважды, трижды о тех же самых событиях, которых уже рассказывали, произошедших в течение дня, переспрашивают, кушают, да, они говорят о том, что я голодна, хотя там последний прием пищи был полчаса назад. То есть это уже первые ласточки, конечно же, повод для того, чтобы начать, и в принципе Альцгеймер лечится. Если не упустить вот запущенные варианты уже однозначно, здесь уже паллиативная помощь, да, здесь уже уходозависимые пациенты, а вот в самом начале можно еще что-то делать. Деменцию старческую, Альцгеймера, их можно профилактировать как медикаментозными, так и немедикаментозными
Поэтому еще раз, дорогие друзья, профилактика – это наше все. Внимательно следим. Если вы хотите, чтобы ваши родители до того самого золотого возраста дожили ну, почти в полном здравии, да, и уме, по крайней мере, могли сами за собой смотреть, потому что это тоже очень важно, когда они становятся слишком зависимыми, это им психологически тоже тяжело. А вот как раз обращалась молодая женщина, которая говорит, ну, папа, они с мамой жили в большой хорошей квартире, мама умерла, папа там остался один, мы хотели его взять, ну, чтобы он жил с нами, потому что уже там около 90 лет, это тяжело, он категорически против, то есть тяжело в этом возрасте менять привычный уклад жизни. И вот у них такая система, то есть они по очереди приезжают. Ну, то есть, еще раз подчеркиваю, у папы вроде бы с головой все в порядке. Он читает книги, он гуляет, он там даже встречается там с какими-то своими бывшими студентами, что-то они обсуждают. Но то, что касается вот покупок, то есть он может пойти и там 10 раз там купить одно и то же, они потом из холодильника у него все это выбрасывают. То есть уже есть такие звоночки, на которые надо обратить внимание. Но папа, еще раз, и эта ситуация классическая, переезжать они не хотят в этом возрасте. Не все хотят разменять, например, квартиру, то есть дочь хотела купить однокомнатную в своем же доме, чтобы, ну, это все было ближе, тоже отказывается. Вот сейчас вопрос, нужно хотя бы дней 10 куда-то поехать отдохнуть, папу одного оставить не могут. Да, чтобы нанимать кого-то из социальной службы даже за деньги, тоже не все на это соглашаются, не всем старикам нужен, то есть согласны на то, что кто-то их будет контролировать. Может быть, согласятся, да, приехать, провести время. У нас нет ограничений по возрасту. Единственное, что, конечно, запущенные формы, уходозависимые пациенты, мы на себя такую ответственность, к сожалению, брать не можем, потому что по маршрутизации они относятся уже к сфере деятельности психоневрологического диспансера. То есть здесь уже уходовые и другие медикаменты. Тоже все а так, в принципе, с охраной пациента у нас, мы сейчас уже внедрили браслеты, потому что у нас наш молодой человек ушел гулять, и очень такая хорошая скорость, он практически за час добрался до округа Гали. Вообще искали все, а вышел на 2 минуты. Поэтому в этом плане, конечно же, мы сейчас серьезно усилили систему контроля за нашими пациентами. Поэтому в этом плане можно уже не волноваться. Мы еще раз подчеркиваем, что, к сожалению, да, прогнозируется достаточно жаркое лето, поэтому мы проявляем бдительность. Еще раз напоминаем, что в загородном доме, на даче, неважно, где угодно можно установить эти извещатели. Как они работают, просят напомнить. Почему, собственно, должны это делать? Да. Пожарный извещатель, принцип работы его прост. Он излучает сигнал, луч проходит по помещению, и этот луч улавливает частицы дыма. При обнаружении частиц дыма наш извещатель сигнализирует громкий звуковой сигнал до 110 дБ, и в течение 4-5 минут он издает звук. В случае, если это сработка, допустим, подгорела пища, у семьи всякое бывает, да, или там, допустим, человек покурил, и дымовой извещатель, значит, издает звуковой сигнал, там элементарно отсоединяется элемент питания и заново подсоединяется все, и он продолжает дальше работать. Пожарный извещатель, я хотел бы вот, тоже нашим гражданам сказать, что с начала установки пожарных извещателей спасено более 550 жизней, в том числе 221 ребенок. Это мы говорим о том, когда люди спали, да, это особенно касается частного сектора, где не все благополучно с электропроводкой, да, проснулись и выбежали, по крайней мере, да, сохранили жизнь, особенно детскую, это дорогого стоит, дорогие друзья, поэтому обращайтесь и делайте. Мы еще раз призываем проявлять бдительность и обращаться, не бояться обращаться, а просто вы обязаны, если заподозрили что-то неладное. Ну, конечно, в первую очередь, ну, собственная безопасность раз, бдительность два, и, ну, в данном случае, если лицо считает, что оно потерпело, является потерпевшим от каких-то преступных посягательств, то, соответственно, оно вправе обратиться в правоохранительные органы, и, соответственно, правоохранительные органы должны провести тщательную, соответственно, проверку и дать правовую оценку содеянному. То есть, если это, соответственно, преступление, то, соответственно, возбудить уголовное дело и привлечь виновных к ответственности. Вот на такой оптимистичной ноте мы заканчиваем сегодня нашу программу, дорогие друзья. Желаем всем здоровья. Да, и обязательно нужно соблюдать питьевой режим, если мы говорим о жарком лете. Не забывайте пить воды. Профилактика – это наше все. Проявляйте бдительность, берите под контроль своих престарелых родственников, граждан в группе риска, и я надеюсь, что все у вас будет хорошо. До новых встреч в эфире. Вот как папа, имеющий детей, надо развернуть
Да, чтобы